Депутат Джугурку Кенеша Эльвира Сурабалдиева рассказала нам подробно о том, как закончилась ее история, какие она выводы из нее сделала, что она чувствовала, и как от таких проявлений можно уходить в будущем. Давайте ее послушаем. В самом начале, когда я повесила в социальных сетях, в Твиттере опубликовала, комментарий о том, что вот такое произошло, и меня удивило, насколько, во-первых, если вы помните, очень бурная реакция в социальных сетях, но для меня самым таким, наверное, интересным стало тот факт, что после того, как, я, кстати, хочу поблагодарить наши средства массовой информации, кто бы там ни говорил, что где-то они перебарщивают, бегают за громкими заголовками, то что вот эта тема очень актуальная, я бы сказала, очень болезненная. Как я это поняла? Я это поняла после того, как в комментариях и в личке очень много девушек, женщин, сотрудниц, работающих женщин отписались со словами благодарности. Поблагодарили за то, что я эту тему вообще подняла. То есть масштабы у нас люди даже и не представляют, насколько сильны масштабы харассмента в стране, потому что границы определяются только самими мужчинами, и то только в случаях изнасилования, которых еще надо доказать, и у нас почему-то, пока женщину не обнаружат голой в чьей-то постели, ничего, считается, не произошло. И то, если там не будет зарегистрировано факт насилия там, с побоями, во всех остальных случаях, даже насилие в семейных случаях, считается, что это, мол, семейное дело, личное дело, там никакого насилия не было. И я считаю, что тема, она достаточно серьезная, жесткая, потому что реакция мужчин была неоднозначной, где-то была неадекватной. Мне, во-первых, выйдя из лифта, я сама по себе, задумалась о том, что люди у нас, мужчины, не понимают, что просто прикасаться к постороннему человеку, есть элементарные личные границы, даже в психологии они ограничиваются там как минимум 30 сантиметрами. У нас этих границ нет. У нас ущипнуть, обнять, потрогать считается нормальным. Более того, считается это комплимент женщине. Понимаете, это вот настолько дико. Вот как раз сегодня я разговаривала с представителями международной организации, и вот они мне сказали, что на Западе это очень серьезно. То есть чужое тело вообще неприкосновенно. А потом, когда этот мужчина, сотрудник нашего аппарата Джугурку Кенеша, потому что в лифте была еще одна женщина, и после того, как я нашли эту сначала женщину, это внутренняя служба безопасности, у нас все-таки 9-е управление ГКНБ охраняет Белый дом. Они пришли, уточнили детали, и, в принципе, несложно было найти, и та женщина опознала сотрудника. И когда он пришел, там такая интересная ситуация получилась, его привели в фойе Джугурку Кенеша, то есть не отдельно в мой кабинет наедине, а в фойе находилось большое количество народу, и вот потом кто-то говорит, а как ты отреагировала? Я говорю, я воспитана в типично кыргызской семье, мой отец был типичным кыргызом, и мама моя, что меня воспитывали, не показывать на публику эмоции, то есть я там с ним устраивать истерики, так как являюсь депутатом, я тоже не стала. Я выслушала его. Он очень эмоционально высказался о том, что никаких плохих мыслей не было, я просто посмотрел, ты замерзла, я решила обнять. Кстати, и обращение было, там никаких субординаций тоже не было. Человек на 10 лет меня старше, он посчитал, что в принципе ничего там такого не было, обнял, прижал, в принципе ничего. Но для него это было такое дружеское выражение, я не знаю даже как заботы, что ли. А то, что мне это было неприятно, и совершенно посторонний человек меня там трогает, обнимает, это для меня это все-таки дико. Как-то я совсем по-другому на эти вещи смотрю. Пока я ему это объясняла, у меня, в принципе, может быть, и в какой-то момент уже я поняла, что в его мире, в его восприятии это абсолютно нормально. А потом кто-то из коллег начал уточнять фамилии, мол, надо увольнять такого-то, и вообще, что он здесь работает. Я думаю, для него это уже стало уроком, потому что он прям просил не опубликовывать там его данные, имя, там у него семья, дети. Но лично для него, я уже по его реакции видела, он для себя сделал вывод. И вряд ли он будет вообще впредь распускать даже в дружественном понимании руки. И причем он сказал, что это у него второй конфликт с депутатом в лифте. То есть до этого он мне говорит, почему он и попросил, он говорит, у меня этот второй конфликт, я до этого с мужчиной депутата в лифте поругался. Инцидент был, или меня неправильно поняли, теперь, говорит, с собой. И, пожалуйста, не надо это выносить, иначе у меня будет проблема. Все, и как-то так я так посмотрела, уже не стала это все дальше развивать. Вот так-то.
потому что женщины об этом замалчивают. Очень много, я просто, судя по той реакции, насколько бурно это обсуждалось в социальных сетях, да, я даже вижу по количеству просмотров, да, вот этих всех тем, да, для себя я сделала выводы, но больше всего меня, не удивило, и, в принципе, это было и ожидаемо. Я просто на государственной службе я работала за свою жизнь меньше, чем на частном секторе. В частном я сама была руководителем, поэтому, может быть, для меня это вот такая из новых тем, да, было. То есть, почему, спрашивают, вы никогда с этим ранее не пересекались? Нет, потому что я сама была руководителем, сама себе, у меня не было начальников, да. В государственной среде, как у женщин, так и у мужчин, есть такие вопросы, есть такие проблемы, к сожалению, вот. А потом это все превращается в шутку, и только тогда, когда я уже опубликовала в комментариях о том, что вы уверены, что ваша там дочь, я не знаю, сестра, супруга, подруга уходит утром на работу, и вот в лифтик ее вот так зажимают, обнимают, а она просто не приходит, вам не рассказывает, потому что будет обвинена. И, то есть у нас же женщина априори считается, сама спровоцировала такое вот поведение. И вот после вот этого, я думаю, очень много кто задумался. По крайней мере, я видела реакцию моих коллег. Один коллега вообще подошел, сказал, я когда, говорит, увидел этот пост в газете, говорит, в интернете, прочитал, это вообще очень жутко выглядит. Я, говорит, как реакция, говорит, как я ее воспринял, я понял, насколько это жутко. То есть вот такие комментарии были. Один из лидеров фракции вообще потребовал, говорит, надо увольнять таких, чтобы назидание остальным. А если ты, говорит, депутат вот с тобой, он не постеснялся, говорит, а там молодые девчонки работают, они вообще, говорит, боятся о чем-либо сказать. А так и есть. Потом вот я в коридоре, в стенах парламента вижу женщин, кто-то смущается, улыбается, а кто-то вот прям, когда никого нет, подходит и говорят, вы знаете, у нас же здесь женщин воспринимает, что она либо чья-то любовница, либо чья-то протеже. Говорит, спасибо, что вы подняли эту тему. Понимаете, у нас настолько, говорит, к нам такое отношение, если ты еще более-менее привлекательной внешности, так вообще тебя во всех ипостасях, говорит, все это переиначивает твою рабочую деятельность. Это очень неприятно. Я думаю, вот, в принципе, это вот мы сами устанавливаем границы, и, в принципе, мы же молодое государство, то есть если все эти страны, они через это прошли, то Кыргызстан, как мы все-таки движемся вперед, развиваемся, и я думаю, что у нас вот только все эти нормы, правила устанавливаются, и настолько эта тема актуальна, и я буду рада, если где-то что-то я пресекла на будущее в отношении какой-либо другой женщины. Вы знаете, вот самая первая моя реакция, когда я вышла с лифта, да, я вот для себя хочу отметить, я не могла понять, почему у меня чувство такое, да, что я что-то сделала не так. Я сначала посмотрела на свой, вот честно, да, посмотрела на свой внешний вид, я вроде всегда очень, у меня такой конкретный, дресс-код, то есть я себе никогда не позволяю там очень вульгарное, там такие какие-то вот, нерабочие моменты в одежде не позволяю, да, и все же я себя глядела с головы до ног, и потом, когда уже, видимо, вот эти эмоции отошли, когда я написала этот твит, и когда пошла негативная реакция именно мужчины, отписывались в комментариях о том, что, мол, подумаешь, чуть-чуть пощупал, что тут такого, ты же симпатичная, да, вот, вот это вот морально это очень сложно, и мне действительно было очень сложно, а потом, когда тот мужчина подошел, и он еще и как бы, мол, что тут такого, вот, я смотрю, ты замерзла, я решил тебя согреть, да, это вот у нас еще и чувство вины тебе прививает, а потом, когда уже вот сейчас, вот спустя время я понимаю, надо об этом говорить, нельзя этого позволять, потому что у любого в жизни бывают разные ситуации, просто надо эти границы рабочие четко устанавливать, и я думаю, впредь на будущее мы все-таки к этому придем, к рабочим взаимоотношениям, что там целые байки ходят, да, целые там о взаимоотношениях на работе начальников и подчиненных, да, о всяких там обзываниях в виде Санта-Барбар, да, но это же какие-то вот границы, нормы моральные, они должны устанавливаться. Я думаю, мы к этому идем в любом случае. И я надеюсь, что как мужчины, так и женщины, работающие не только на государственной службе, и в частном секторе, они понимают, что они воспитывают следующее поколение руководителей и должны быть такими не только в плане подчиненной и начальника, а в плане вот даже горизонтальные вот эти вот рабочие сослуживцы, коллеги, даже на равных взаимоотношениях, должны соблюдать субординацию, уважать личное пространство, уважать другого человека. Если она даже
женщина вам улыбнется на ваши такие пошлые шутки в ответ, потому что, может, не хочет обидеть, не хочет как-то, показаться ханжой или еще кем-то. У нас же сразу, мол, что-то, мол, как мне сказали, говорит, тебе уже 40 лет, говорит, что ты, говорит, маленькая девочка, что ли? Или первый раз, что ли, тебя обнимают, да? Вот некоторые женщины просто из-за этого и молчат. А на самом деле внутри, если бы, как в том фильме, о чем говорят женщины, да, вот есть же, когда мужчина на какой-то момент начинает, это вот комедия, но я бы это всем порекомендовала пересмотреть, где мужчина начинает слышать, о чем думает женщина. Вот он подходит, одну обнимет, так другой подойдет, какой-то пошлый комплимент скажет. И вот это, когда он начинает слышать, о чем думают женщины, и какая у них негативная на это идет реакция внутри себя, хотя снаружи они улыбаются, я думаю, вот многие мужчины поменяли бы свое поведение тоже. Я согласна, абсолютно. Иногда я, как уже говорила, просто даже не знаешь, как на это реагировать, что сказать, как себя повести в ответ, просто ударить там сумочкой или просто взять человека под руку и вести его к милиционерам. Ну что, вот что милиционеру сказать с другой стороны? Извините, он меня там приобнял, мне это было неприятно, но посмеются ведь просто. Возможно, да, скажем так, у нас еще общество, мне кажется, не готово обсуждать эти темы, мы к этому постепенно идем. Другое дело, что ведь люди, которые проходят через унижение собственного достоинства, пока еще наше законодательство не готово к принятию каких-либо мер, давай посмотрим, как это делается в других странах, например. Да, в Японии очень хорошо решили подобную проблему, там со стороны мужчин вообще в большом количестве женщины терпят различные приставания. Собственно, поэтому там создали в метро отдельные вагоны для женщин, куда мужчинам вход воспрещен. В Объединенных Арабских Эмиратах и во многих мусульманских странах используется раздельный общественный транспорт. Также давайте вспомним о том, какая волна недавно захлестнула Голливуд, да, признаниями различных актрис, которые уже, скажем так, сделали себе карьеру, выросли, о том, как на ранних стадиях их карьеры к ним приставали различные высокопоставленные лица. И, кстати говоря, люди потом осмелились об этом заявить только через много лет, сказав, что они когда-то пережили психологическую травму. Почему стоит обратить внимание именно на такие проблемы и не считать их смешными? По-моему, мне кажется так, что без культуры неприкосновенности чувства собственного достоинства, тела и личного пространства не вырабатывается в культуре общества, собственно говоря, запрет на то, что ты можешь, в принципе, сделать что-то с другим человеком. И там уже дальше, когда идет какая-то безнаказанность, и человек какой-то, предположим, с искаженным восприятием действительности и культурных ценностей это видит, он начинает ведь постепенно применять все это дело на практике. И в итоге это потом ведет к самым отвратительным выражениям преступлений, да? Это и педофилия, это ранние браки, принуждение к ранним бракам, это убийство в драках, кстати говоря, то же самое, потому что когда люди привыкли уже абсолютно безбоязненно решать свои проблемы, скажем так, физической силой любых, вот отсюда вот у нас огромное количество случаев, по крайней мере, за этот год, когда мы очень много раз говорили, и о участившихся случаях насилия над детьми, и семейном насилии, и убийства в драках, совсем недавние случаи со студентом в одном из заведений ночных нашей столицы, не первый, не последний, кстати говоря, да, кража невесты, собственно, поэтому не стоит беспечно относиться к этой проблеме. Не нужно списывать это безразличие, тем более на культурные ценности нашего народа. Здесь, знаешь, мне кажется, еще очень большое влияние имеет и очень ценность большую реакция общества. Потому что вот, как Эльвира Сурбалдиева сама говорила, да, когда она столкнулась с этим, какая реакция должна последовать? По идее, должно быть осуждение человека, который там как-то ее обидел, да, и поддержка ее, что она сумела рассказать об этой проблеме, что она решила бороться с таким вот понятием, как домогательство. А с другой стороны, ведь с какими комментариями она все-таки встретилась? Если брать в расчет те же самые кражи невест, да, ведь у нас очень часто это происходит посреди бела дня на улицах, когда мимо прохожие проходят, совершенно на все не обращают внимания. Это у нас стало какой-то такой культурной нормой, культурной нормой совершенно страшной. Мы будем говорить об этом в следующем часе уже и с нашей гостьей, с национальным программным координатором структуры ООН «Женщины» в Кыргызстане Джилдыз Кулатовой. Оставайтесь с нами, и в течение всего времени нашего эфира вы можете задавать нам вопросы, и звонить в студию, и писать свои комментарии под нашей прямой трансляцией в Фейсбуке, которая идет прямо сейчас. На то она и прямая трансляция, да? На все вопросы обязательно ответим. В студии остаются Наталья Князева и Тимур Усманов.